Два дорожно-транспортных здарэнні за мінулыя выхадныя адбылося на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. Ахвяр няма. Два чалавекі атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. На территории Ивановского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 31-летний пинчанин, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь по улице Ленина, агрогородка Молодова Ивановского района, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на велосипеде 75-летнего местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер с травмами госпитализирован в Ивановскую центральную районную больницу. В городе Пинске произошла дорожная авария. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем марки BMW, двигаясь по дворовой территории дома номер 150 улицы Первомайской, совершил наезд на вышедшего на проезжую часть 78-летнего пенсионера. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирован в Пинскую центральную городскую больницу. 56 пажараў у экасістэмах є адзін у Баранавіцкім раёне, дзе гарэла пабудова. Зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Ахвяр таксама няма. В деревне Миловиды Барановичского района на улице Брестской загорелся нежилой деревянный дом. В результате пожара огнем уничтожена крыша строения, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, это могло стать неосторожное обращение с огнем. Подразделения МЧС 11 раз выезжали на тушение лесных массивов. Огонь распространился на общей площади до 22 гектаров. Также зарегистрировано 45 пожаров сухой травы и кустарника на общей площади также около 22 гектаров. Стоит напомнить, что основной причиной подобных пожаров является либо неосторожность при разведении костров, либо умышленное выжигание сухой растительности, то есть сельскохозяйственные палы. Падлетак схадзіў на дыскатэку ў Кобрынскім раёне, а выніках яго адпачынку далей у выпуску. Выбежавший из помещения парень не вписался в проем между секциями забора. Упал, после чего выместил всю свою злость на железобетонном ограждении. В результате 12 секций было повреждено. В связи с этим стоит отметить, что согласно действующего законодательства уголовная ответственность за подобные шалости наступает с 14 лет. А в связи с продлением каникул обращаем внимание на то, что несовершеннолетним с 23 часов до 6 утра можно находиться на улице, но только в сопровождении взрослых.